В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Даты, связанные с историей Абхазии навсегда. В республике отметили День памяти первого президента и день рождения второго. Встреча накануне очередного раунда. В МИД Абхазии принимали сопредседателей женевских дискуссий. Известны 5 лотов. Определяются победители в конкурсе на право проведения капремонта систем водоснабжения Сухума. День 4 марта стал исторически значимым для Абхазии. 6 лет назад в этот день не стало первого президента нашей страны Владислава Григорьевича Ардзинба. В этот же день, 67 лет назад, родился второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш. Эти две даты неразрывно вплелись в новейшую историю республики. В Абхазии почтили память двух президентов из сел Ишера и Чгярда. Репортажи наших корреспондентов. В целом, я считаю, что я счастливый человек. Те испытания, которые выпали на долю нашего народа, и то, что происходило, и то, что сегодня, конечно, это оставляет очень тяжелый след в душе. Но я думаю, что все же у нас есть и хорошее будущее. И дай Бог, чтобы Всевышний всегда как-то хранил всех нас, весь наш народ. В этом я вижу счастье. 6 лет назад не стало Владислава Ардзинба, выдающегося государственного и политического деятеля Абхазии, основателя современного абхазского государства, первого президента республики, героя Абхазии, кавалера ордена Ахзепша первой степени, крупного ученого-востоковеда, доктора исторических наук, академика Академии наук Абхазии. Владислав Ардзинба – историк и политик, изменивший ход истории Абхазии. Мы потеряли великого человека, очень энергичного, очень волевого. Его талант, многогранный талант проявился не только на политическом поприще, но и в научной сфере. Есть книга «Мы шли на смерть, чтобы жить». Там это маленькая энциклопедия, знаете. Вот, допустим, ты занимаешься историей Абхазии, современной, новейшей историей Абхазии. Ты поневоле обращаешься к этой книге, сборнике его интервью, выступлений, статей. Там ответы на все вопросы можно найти. Очень развернуто, четко представлена и внутренняя политика, и внешняя политика. То есть бывает, что какие-то сложности он помогает до сих пор своими мыслями глубокими выйти, размотать этот сложнейший абхазский, кавказский узел. Нет, наверное, ни одного абхаза, который с болью не вспомнил бы о Владиславе Ардзинба в этот день. Владислав Ардзинба останется человеком-легендой в сердце абхазского народа навсегда. С каждым годом, во всяком случае для нашего народа, его величие еще больше, еще значимее. И осознание такое, что дело его, оно не напрасно. Вот сегодня, с утра здесь столько молодежи. Это очень трогает. С именем Владислава Григорьевича связана наша победа, это независимость. И дальнейшая наша жизнь всегда будет соизмеряться с его именем. Вот что важно. Новое, молодое поколение с трепетом относится к памяти первого президента. Каждый год в этот скорбный день, приезжая к мемориалу, отдают дань памяти великому сыну абхазского народа. Они с гордостью и каким-то трепетом произносят имя Владислава Ардзинба. Нашему народу повезло, что в этот ответственный, сложный период его возглавил такой человек, как Владислав Ардзинба, говорят сегодня молодые. Это был человек с большой буквы, который любил свою страну и свой народ. Он был близок к людям. Владислав Ардзинба
Ардземба сумел объединить всех и сделать все, чтобы наше государство состоялось. Этот день, он очень важный для каждого жителя нашей страны, я считаю, потому что все должны помнить, все должны знать об этом дне, о нем, какой он вклад внес в нашу страну. Приездом сюда мы сегодня показываем пример нашим младшим и тем же самым хотим проявить уважение ему, прежде всего его семье. Когда наступило время защиты Родины, в самые тяжелые военные годы Владислав Ардземба стал военным лидером. Под его руководством была одержана победа, которая стала основой создания независимого абхазского государства. Это великий человек, великий лидер, чье имя вписано в историю Абхазии золотыми буквами. 4 марта останется в нашей непростой истории особым днем, перекрестком судеб и вех на пути развития нашего государства. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В течение всего дня нескончаемой вереницы люди шли к могиле Сергея Багапш Селичгярда Чамчирского района. Сюда пришли и глава государства Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Бганба, посол России в Абхазии Семен Григорьев, представители различных политических партий и движений, общественность, школьники. Второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш навеки останется в истории как лидер, при котором республика получила международное признание. Школьники на уроках истории изучают вклад второго президента республики в становление и развитие независимого абхазского государства. Сергей Васильевич Багапш был вторым президентом Абхазии. Он во время его правления Абхазию признала Россия. Это было в 2008 году. После этого Абхазия стала независимым государством, после чего Абхазия начала еще быстрее развиваться. Он, хоть я его и не видел, но я много о нем знаю, о том, что он был хорошим человеком. Сегодня, безусловно, очень памятный день, который связан с двумя великими, как мне кажется, личностями, которые оставили неизгладимый след в истории нашего государства. Оглядываясь в это прошлое, зная его, мы, в частности молодежь, должны постараться сделать все, чтобы оправдать все их труды. Жить с верой в добро и с верой в людей – таков был жизненный принцип Сергея Багапш. И именно это изречение высечено на надгробной плите второго президента Абхазии. Тем, кому довелось общаться, работать и дружить с Сергеем Васильевичем, отмечают его человеколюбие и широту души. Он был соратником Владислава Григорьевича, рядом с ним стоял. И к его чести много сделал по увековечению памяти. Если с именем Владислава Григорьевича связывает основание нашего государства, победу в Отечественной войне народа Абхазии, то с именем Сергея Васильевича народ связывает и признание нашей независимости Российской Федерации. И сегодня, по истечении уже нескольких лет, память о нем не исчезает. Выросли новое поколение, молодежь растет. И имя Сергея Васильевича, конечно, является образцом служения своему народу, которому он всецело отдал себя. Память о нем будет жить вечно в народе. Двоюродная сестра Сергея Багапш Майя вспоминает о трепетном отношении Сергея Васильевича к матери Сусане Тарба. Очень любил детей и всех родственников. В доме Сергея Багапш собирались немногочисленные однофамильцы, рассказывает Майя. А в родное село Сергей Багапш приезжал всегда, когда выдавалось свободное время. Работая на земле, отдыхал от напряженных будней государственного деятеля. Живя с ним рядом, всегда чувствовал, что человек очень мудрый, который смотрит далеко и видит. Иногда, когда с ним разговариваешь, какие-то примеры приводя, с ним разговаривая, когда говоришь свое мнение, он так послушает, выслушает тебя, он говорит: послушай, ма, это не так, а вот так. И через месяц или даже меньше, так, как он говорил, так сбывалось. Я иногда смеюсь: Сергей, я с тобой больше не буду спорить. Хотела, чтобы он еще дольше жил, он очень любил детей, родственников, близких. У нас в роду вообще были ребята, в 1937 году их расстреляли, они тоже были очень образованные, умные, работали. Их расстреляли в 1937 году. А он мне говорит: ну как, говорит, я до них дотянулся или нет? Я говорю: Сергей, дотянулся, еще выше их стало. Очень нам больно и обидно, что он так рано ушел, и мы его потеряли. И Абхазия, думаю, тоже потеряла хорошего лидера. Спасибо, что люди его помнят.
У Сергея Васильевича подрастает 3 внуков. Самый младший, 1,5-годовалый Сергей, назван так в честь дедушки. Второй президент Абхазии оставил потомкам и жителям страны добрую память о себе, как о великодушном и добром человеке, как о политике, беззаветно служившем Отечеству. Амра Амичба, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. Еще одна дата из истории Абхазии. 4 марта традиционно отмечается годовщина со дня установления советской власти в Абхазии. На этот раз юбилейная, 95-я. Коммунисты республики, представители общественности и школьники возложили цветы к памятникам видных советских государственных деятелей Нестора Лакоба и Ефрема Эшба, к дому, где установлена мемориальная доска Николая Киртава, а также к памятнику Ленина. Личность этих политиков была многогранной и масштабной. Ефрем Эшба – один из образованнейших людей своего времени. Когда встал вопрос о том, кто будет руководить Абхазией, он сказал, что Нестор Лакоба лучше знает психологию абхазского народа и работать ему будет легче, а я ему мешать не буду. Это было мудрое решение, и оно показывает масштабность мышления политика, говорит председатель Коммунистической партии Абхазии Лев Шамба. Восстановление механизма по предотвращению инцидентов обсудят на предстоящем раунде женевских дискуссий. В Министерстве иностранных дел накануне 35-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялась встреча с сопредседателями дискуссий от ООН, ЕС и ОБСЕ. Вячеслав Чирикба выразил надежду на то, что предстоящие переговоры будут более успешными и конструктивными. По словам министра, очевидна тенденция к улучшению ситуации и сокращению тяжелых преступлений в приграничной зоне. Министр полагает, что эта тенденция будет сохранена и даже усилена. Сопредседатель женевских дискуссий от Евросоюза Герберт Зальбер также выразил надежду на продуктивность предстоящего раунда. Он отметил, что на предстоящих переговорах должен решаться вопрос о возобновлении работы МПРИ. О надежде на возможность возобновления МПРИ сказал и сопредседатель женевских дискуссий от ООН Анти Турунен. 35-й раунд дискуссий пройдет в Женеве 23-24 марта. Определяются победители в конкурсе на право проведения капремонта систем водоснабжения Сухума. В Министерстве экономики конкурсная комиссия вскрыла запечатанные конверты претендентов на выполнение работ в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы. Подробности в репортаже Беллы Кварчия. Сейчас мы будем раскрывать конверты. Каждый конверт, вот вы видите, мы вот в таком виде их приняли, все конверты запечатаны. Задача комиссии на этом этапе работы определить, соответствуют ли документы, присланные предприятиями-претендентами на конкурс, необходимым требованиям, а именно убедиться, платит ли предприятие налоги, нет ли у него кредитных задолженностей, какова квалификация и численность персонала, а также финансовая устойчивость организации. Некоторые претенденты подали заявки на участие в конкурсе одновременно по нескольким лотам. Для нас было важно создать атмосферу доверия. У нас, я не буду скрывать, первая неделя была сложная, потому что такой конкурс проводится в Абхазии впервые. И, конечно, руководители строительных компаний, у них были очень большие сомнения. В документах называются суммы, которые предприятия предлагают за тот или иной лот, а также указывают сроки выполнения работ. В конкурсе за право проведения капитального ремонта 5 объектов, лотов системы водоснабжения и водоотвода в Сухуме приняли участие 26 абхазских предприятий. Перечень объектов предварительно был определен на заседании комиссии 10 февраля. Дальше вот начинается более, на мой взгляд, сложная работа, кропотливая. Это каждый член комиссии должен рассмотреть все эти материалы, выставить там по установленному порядку баллы, потом будет произведен подсчет этих баллов, в результате объявлены победители. Насколько приложенные документы отражают действительное положение дел на предприятии, проверят сотрудники МВД. Представитель министерства заверил, что им на это хватит 3 дней. За это время конкурсная комиссия должна будет назвать организацию, которая получит государственный заказ. Белла Кварчия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Республиканская политическая партия «Демократическая Абхазия» считает нецелесообразным проведение референдума по вопросу о досрочных выборах президента.
В распространенном заявлении члены партии призывают инициаторов проведения референдума направить свою политическую активность на подготовку к парламентским выборам, предложить эффективную программу развития Абхазии, делегировать своих кандидатов в депутаты парламента, а еще через 2 года принять участие в президентских выборах. А также считают необходимым обратиться к парламенту с предложением обнародовать свою официальную позицию по данному вопросу. Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов АРУА призывает соотечественников, прежде всего ветеранов войны, не участвовать в политических акциях, усугубляющих раскол в обществе. Обвинение власти в неспособности объединить общество на самом деле не что иное, как желание вернуть утерянные позиции. Высший совет АРУА обеспокоен сложившейся ситуацией, так как такие действия могут привести к предсказуемым негативным результатам. Об этом в частности говорится в распространенном заявлении организации. Экзамен по абхазскому языку для абитуриентов, желающих поступить по лимиту в высшие учебные заведения России, будет проведен 12 марта в 11 часов в здании 4-й школы Сухума. В этом году предварительный экзамен по абхазскому языку считается обязательным. Экзаменационные задания для выпускников абхазских и русских школ отличаются. Я хочу отметить, что письменный экзамен, диктант, будут сдавать только выпускники абхазских школ. Это диктант небольшой, не более 150 слов, как положено. А выпускники не абхазских школ, они будут проходить собеседование. То есть, это собеседование тоже оценочное, выставленные оценки влияют на отбор. Бояться детям абсолютно не нужно. Это та же программа, которую они проходили и которую собираются сдавать экзамен в конце учебного года. Экзамен мы будем проводить 12 марта в здании 4-й Абхазской Сухумской школы в 11 часов. Премьер-министр Артур Миквабия подписал распоряжение, согласно которому 7 марта, понедельник, объявляется нерабочим днем. Рабочий день переносится на 12 марта, субботу. В завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем плюс 14-16 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.